Тем временем наши предприятия продолжают искать все новые способы расширения производства. К примеру, компания «Леспромсервис» наращивает объемы собственного производства комплектующих как для отечественной, так и импортной техники. Основное направление работы – обслуживание гидросистем техники лесных, дорожно-строительных и коммунальных предприятий. Кроме того, ремонт любого масштаба – от бытового инструмента до целого автопарка лесозаготовительного предприятия. И хотя в связи с санкциями возникли трудности, ушли с российского рынка иностранные партнеры. Компания продолжает развиваться. Ольга Коняева погрузилась в детали. Создатель и руководитель компании «Леспромсервис» Николай Якимовский начинал преподавателем гидравлики в лесном институте. В 93-м, когда стало тяжело финансово, открыл небольшой сервис по ремонту гидроприводов. Это было востребовано. Через пару лет компания закупила первые станки, затем стала дилером бренда «Хускварна». И так развитие шаг за шагом. Сегодня «Леспромсервис» – это группа компаний с полным циклом ремонта лесной и дорожно-строительной техники. На сегодняшний день работает 5 предприятий. Можно сказать, что это холдинг компании «Леспромсервис». 5 компаний и общее количество работающих сегодня порядка 360 человек. Тоже большая современная компания. Что нас отличает от других компаний? Я думаю, что это наличие определенной философии. Как я уже сказал ранее, что я думаю, что люди определяют в любом месте буквально все. И управлять, и создавать условия для этих людей, наверное, самое главное. То есть сами по себе здания, станки, оборудование, они не работают. Они работают только тогда, когда возле них есть люди. Компания – дилер лесозаготовительной финской техники «Понса» в Коми и в Кирове. В зоне обслуживания 400 машин. Выездной и стационарный сервис, профессиональные механики. Есть и уникальные проекты. Работа по контракту «Full Service», когда все заботы о технике целого предприятия полностью на плечах «Леспромсервиса». Второй крупный зарубежный партнер – шведский концерн «Вольво». Обе компании ушли с российского рынка. Сейчас «Леспромсервис» в поисках замещения комплектующих. Работают с Китаем и производят сами. Сейчас налаживаем производство гриферных захватов. То есть у нас уже есть один захват, который мы сами сделали, его проверили. И сейчас делаем партию этих захватов. Сейчас и зарубежные производители ушли с рынка. То есть востребованность, вот решили этим заняться. Свое производство – это важное преимущество предприятия. Больше 2 десятков станков, большой спектр работ, своя система обучения кадров. Сейчас внедряют автоматизированные процессы. Станок плазменной резки уже упростил жизнь, на очереди токарный. За 30 лет работы в компании все отточено до мелочей. Как и на производстве, детали – дело тонкое. Мы производим гидравлику. Что входит в гидравлику? С одной стороны элементарно, с другой стороны очень сложно. Гидравлика – это целый процесс, который состоит из 4-5 компонентов. Сама гильза, сам шток, поршень, который гоняет масло вверх-вниз, чтобы любая деталь, кран, лесоперерабатывающее оборудование, такие как харвартер, харвестер, катапиллеры, но все это двигалось, пилилось, заготавливался лес. Свой конструкторский отдел. Молодые амбициозные сотрудники проектируют уже известные миру аналоги отечественных и импортных комплектующих. Есть и собственные изобретения. 3 уже запатентованы. Это обучающие стенды гидравлики для вузов и диагностическое оборудование. Гидравлический стенд изготовлен в наших условиях, изобретен нашими конструкторами. Этот стенд служит для испытания гидромоторов, гидронасосов как нашего производства, так и импортного производства. Сейчас на стенде установлен гидравлический насос харвестера «Понса». Мы на нем проверяем уже давление, настраиваем его, чтобы клиент уже приехал, поставил на технику, и продолжал работать. У компании 8 магазинов в Коми и Кирове. Бензо, электроинструмент, гидравлика, смазочные материалы. И тут тоже свой подход. Все, что клиенты покупают, здесь же и обслуживают. От шуруповерта до промышленного двигателя электростанции. Квалификация персонала позволяет. Сломался триммер, штырь, принес на ремонт. И это, скорее всего, я как подозреваю, что тросик порвался, потому что перестала крутиться. Работает двигатель, а леска не крутится. Здесь уже на ремонт приходил один раз уже, как понравилось, все хорошо. Все отремонтировали, все работало. Задача сервисного центра – это
поддержка наших клиентов, которые эксплуатируют технику, оборудование, инструменты, приобретенные в компании «Леспромсервис». И мы в первую очередь поддерживаем гарантийные обязательства. Леспромсервис работает с большинством лесных и дорожно-строительных предприятий Коми, а также с соседними регионами. В планах расширяться. Компания закупила уникальное оборудование для термообработки, а это новые возможности в производстве нужной сегодня стране собственной продукции. Ольга Коняева, Роман Боровиков, телеканал Юрган.